Bugün Kalmık halkının ulu oğlu David Kugultinov'ның doğğanına 100 yıl oldu. Men Kalmık edebiyatını, Kalmık halkının urf adetlerini başta bir David Kugultinov'ның eserleri arkalı bilgen edim. Soğundan men onun eserlerini okur ekenim, hususan menim doğğan yurtum Kırım hakkında yazgan onun «Рассвет на Айпетре», «Бахчисарай», «Черное море», «Восход солнца на Аюдаğı gibi eserlerini de okugan soň, o da Kırım'ı ne derecede sevgenini men yaxşı bildim. Bugün men kıskadan David Kugultinov'ның olgan tanışlığımız ve bu hususta benim teessüratlarım hakkında hikaye etmek isteyeyim. Мои непосредственное знакомство с представителем калмыцкой литературы Давидом Кугультиновым произошло в 1983 году в Узбекистане. В сентябре месяце того года в Ташкенте проходила 7-я конференция Ассоциации писателей стран Азии и Африки, где участвовал и Давид Кугультинов. Наше знакомство с ним состоялось в день его прилета в Ташкент, где остановился он. Это была гостиница Центрального комитета Компартии Узбекистана на улице Шелковичной. Я позвонил ему, попросил, чтобы он меня принял. И договорились, я приехал, мы встретились. Узнав, что я крымско-татарский писатель, он живо заинтересовался проблемами нашего народа и рассказал об одном случае в его жизни, связанной с нашим народом. Недавно, во время поездки в Японию, как я прилетел, сразу журналисты окружили меня и начали спрашивать, какое состояние возвращения крымско-татарского народа на свою родину. Так что все хорошо знали состояние вашего народа и живо интересовались этим. И я уверен, что в скором проблема вашего народа будет решена, и вы будете возвращены в Крым на свою исконную родину, говорил Давид Кугультинов тогда. И на следующий день Давида Кугультинова пригласили в научно-исследовательский институт языка и литературы при Академии наук Узбекистана. Мы поехали вместе с ним. Нас очень радостно приняли там. Были много теплые слова в адрес писателя. И поэтесса Юлия Нейман прочитала переводы его стихов.
на русский язык. Я сидел рядом с Кугультиновым и смотрел на него, слушая стихи в переводе Юли Нейман. Он заплакал. И я почувствовал, насколько это затронуло его. Но после этого сотрудник данного института Джумабаева прочитала стихотворение, посвященное Давиду Кугультинову. А затем еще один сотрудник Мелиев прочитал стихотворение Давида Кугультинова в переводе на узбекский язык. Драматург и ученый Иззат Султан рассказал о творчестве Давида Кугультинова. Так что встреча проходила очень интересно, тепло. Я в то время работал в республиканской газете «Лилем Байрағы» и освещал работу этой конференции. И предложил редактору Тимур Далжи организовать встречи с рядом писателей у нас в редакции. И он с удовольствием поддержал мое предложение. Говорит, если сумеешь, было бы очень хорошо. Я переговорил с участниками конференции Чингиза Айтматовым, Давид Кугультиновым, Мустай Каримом, еще ряд других писателей о встрече у нас в редакции. Они дали согласие. Таким образом, 30 сентября 1983 года группа писателей приехали к нам в редакцию. Встреча прошла очень душевно, хорошо, тепло. Было очень много вопросов и ответов, интересующихся и гостей, и наших писателей, журналистов. Мне помнится, я задал гостям такой вопрос. Вот уже несколько дней в заседаниях конференции писателей стран Азии и Африки выступающие очень много говорят, разные высказывания, творчествах писателей этих стран, о национальном и интернациональных чертах. А какое ваше мнение по этому поводу? Этому вопросу, в частности, Давид Кугультинов дал такой ответ. Когда речь идет о национальных и интернациональных чертах в литературе, я прежде всего хочу привести как пример недавно написанный роман Чингиза Айтматова «Буранный полустанок». Это произведение как раз образец тому, как надо писать и как не надо писать. Как писатель закончил этот роман,
Мы тут же его перевели на калмыцкий язык и издали отдельной книгой. Потому что он затронул те вопросы, которые очень волновали нас. Но мы не успели написать, а он уже это изложил в своих произведениях. И что волнует Чингиза Айтматова, волнует и нас. Поэтому очень хорошо приняли это произведение у нас в республике. После наших встреч в Ташкенте Давид Никитич еще ближе стал для меня и по творчеству, и по духу. В 2016 году в Элисте проводили межрегиональные встречи «Диалог культур», «Диалог литератур», куда был приглашен и я. В своем выступлении я рассказал тогда о встрече с Давидом Никитичем в Ташкенте. Мне лично очень хотелось побывать в доме-музее знаменитого литератора, но, к сожалению, дом был закрыт, и я не смог туда попасть. Я передал все свои памятные вещи, книги, фотографии, публикации в Республиканскую библиотеку, которые предназначалась Дому-музея Давида Кугультинова. Сегодня, отмечая столетие со дня рождения великого поэта, писателя, общественного деятеля калмыцкого народа, мы от всей души, от всего сердца благодарим его за все, что сделал он для своего народа, для всего человечества. Сейчас я хочу прочесть одно из стихотворений Давида Кугультинова «Тополь» в своем переводе на крымско-татарский язык. Çölde işte yel olmağanda, güneş ise yakkanda tenine, uzaklardan özüne çeke ve bir top selbe көз kıpıp meni. Ve men çölge düştüm mü birden, ziyaretke kelem karşına, közüm kıpıp selam dost diyem ve temenna etem karşında. Salkın ava dar kata terek, emde turaşen ve gururnen, nasıl Ali Cenab eller oturtkan, onu çölge arzu umutnen, kucağına alsın yolcunu, yaprakları okşasın diye, belki onu kız oturtkandır, hatıra dep ilki sevgige, ve o ösken ana toprakta, enge boyga ketken kuvanıp, barsın olsun sakin ve yalnız, ve yaşasın sevgimni anıp, ya gam elem çekken bir ana, öz oğlunu kömdü mümünde, gece gündüz turup yanında, ya da yazın en çillesinde, selbi dalın ekti mi çoban, diye barsın başka bir evge, talda olsun ketkende yoldan, acep kimnin garesiz işi, belki bilmek şart da değildir, çünkü iyi niyet şayda görüne, erkeşkenge dalı egilir. Ve azatçık kaba kabuğu, hem de dallardaki nazik yapraklar, umur ve iyilik çırağı galiba, ateş gibi bu çöl toprakta.